Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, для многих будет новая информация, которую я представлю, но в первую очередь я хочу вас поздравить с завершением интенсивных дней летней школы. И я надеюсь, что было не только полезно, но и личностно значимо для каждого из вас. И давайте приступим к рассмотрению обобщенных результатов. Я так понимаю, что каждый из вас получит свою работу обратно, увидите свой результат и сможете сравнить с общими результатами. Вот у нас на экране читательская грамотность. Хочу обратить ваше внимание на цвет столбиков. Это официальные цвета исследования ПИЗа для читательской грамотности. Они имеют такой вот оранжевый оттенок. И здесь мы видим распределение баллов. Мы очень рады, что нет никого, кто получил бы 0. Все в той или иной степени справились с заданиями, с тем или иным количеством заданий. При этом, поскольку у нас не так много данных, это не как в исследовании ПИЗа, то мы используем не среднее значение, поскольку распределение отличается от нормального, а используем показатель медиану. Что значит медиана? Это, собственно, значение шкалы, относительно которой половина респондентов или участников находится ниже этого значения, а половина выше этого значения. Для читательской грамотности это 9 баллов. При этом, когда вы получите свои работы, вы узнаете, что наиболее трудным заданием было задание номер 14. Можете с Любовью Анатольевной поговорить об этом задании и узнать, в чем там могли быть проблемы. Математическая грамотность. Опять-таки, цвета соответствуют официальным цветам исследования ПИЗа для математической грамотности. Здесь результаты вы видите тоже на слайде. Немножко есть дырочки между баллами, но тем не менее медиана достаточно высока. Результаты очень хорошие. При этом есть задание, которое оказалось трудным для вас, для тех, кто участвовал в выполнении диагностической работы по математической грамотности. Это задание номер 8. И Лариса Олеговна, я думаю, ответит на ваши вопросы по этому заданию. Естественно-научная грамотность. Опять же, зеленый цвет, цвет естественно-научной грамотности. Опять же, распределение отличается от нормального в силу количества ответов, всего 20 ответов, поэтому мы используем показатель медианы. Вот. Наиболее трудным заданием оказалось задание номер 13. Я думаю, может быть, кто-то из вас помнит его. Александр Юрьевич прокомментирует, в чем там могли быть сложности. И, наконец, общая диагностическая работа. Здесь у нас данных немного больше, 81 ответ. При этом распределение по-прежнему отличается от нормального, поэтому мы используем медиану. И вы видите, какое разнообразие результатов мы получили. При этом, опять же, нет совершенно нулевых работ. Это очень радует. При этом есть очень высокие баллы. 28 был максимальный балл в диагностической работе. Вот, я думаю, что вы порадуетесь, получив эти результаты. Опять же, есть наиболее трудное задание. Это задание номер 13. Несчастливое число, но тем не менее задание оказалось трудным. Вот так выглядят результаты, и я передаю слово Галине Сергеевне. Спасибо. Никита, спасибо. Ну вот все ваши работы в целости, сохранности, с нашими пометками, вы сможете их забрать. Это очень важно, чтобы вот то, что сейчас получено, вы посмотрели. Мы увидели, что наиболее вот удачными ответы по общепедагогическим вопросам. А что касается даже исследований ПИЗа непосредственно 2025 года, да, не получили вот такое полноценное понимание, какие материалы из какого цикла будут использоваться. Помните, вы говорили, что, естественно, знания, да, это приоритетная область, да, но при этом математика пойдет, концепция математической, задания пойдут из 22 года. И оно 22 год откроется, а читательская грамотность идет с 18 года, и практически ничего нового не будет. И оказалось, вот это одно из таких сложных заданий. Но я думаю, что вот этот старт, это осмысление того, что у нас получено, даст нам основание дальше двигаться. Александр Юрьевич, несколько слов. Вот Лариса Олеговна и... Да.
небольшие комментарии по каждому результату, в смысле по каждой. Что сказать, коллеги, из из естественно-научной грамотности? Галина Сергеевна сказала, действительно это отражает то состояние, в котором мы сейчас находимся. Это начальное состояние. При этом, когда я смотрел работы, да, одно дело, когда я составлял задание, другое дело, когда я уже смотрел результаты выполнения. Естественно, что я сам переосмыслил многое при этом. И даже 2 задания я, честно говоря, исключил из расчета, потому что они мне показались, ну, чересчур, пожалуй, либо чересчур сложными, либо, может быть, чересчур субъективными. То есть я выражал там свою точку зрения на ответ. Поэтому обратите внимание, когда вы будете разбирать свои работы, что там максимальный балл не 15 надо теперь считать, а 13. И исходить из этих 13. Поэтому те, кто, например, получил 10 баллов, а есть такие, это прекрасный результат. Да, это прекрасный результат. Да, то есть это почти сколько? 75% от максимума. 10 от 13, если я правильно математически посчитал, приблизительно. Нуля нет ни у кого действительно. Вот, есть баллы 3-4. Вот, но повторяю, это, во-первых, начальный этап. Во-вторых, задания некоторые были действительно трудные. Я после этого уже, когда стал проверять, понял, что они, может быть, пока преждевременно даже и даются. Вот, поэтому давайте работать дальше, давайте отнесемся к любому результату, который мы обнаружим в своих работах, как к поводу для того, чтобы подумать, может быть, даже и поспорить. И если бы у нас была такая возможность пообсуждать выполнение этих заданий, пообсуждать, что я имел в виду и что вы имели в виду при их выполнении, то это было бы совсем хорошо, потому что мы бы обнаружили какие-то важные моменты, важные проблемы. В любом случае, я вас поздравляю с окончанием. Я буду очень скучать. Мне жаль с вами расставаться. Вот. Мне очень понравилось с вами работать, с вами встречаться, с вами общаться в неформальной обстановке. Так что спасибо вам большое, успехов вам и, надеюсь, до новых встреч. Спасибо. Любовь Анатольевна, пожалуйста, пока идет Любовь Анатольевна, я вам расскажу. Это цикл 2000-й, да? А мы в команде естественно-научной грамотности вот также обсуждаем результаты, да? Более 20 стран экспертов участвуют. И мы обсуждаем задания и ответы детей. Обсудили, и все согласны, это 3-бальное задание, и ставим 3 балла. Нет, какая-то страна начинает дискуссию, и мы все через какое-то время этому заданию даем 0 баллов. Затем 1 балл. Затем мы сидели 2,5 часа на одном задании. Оно открыто, это парниковый эффект. И вот это вот с чего начиналась ПИЗа. Ведь очень многие позиции не определены. Что такое реальная жизнь, каковы критерии, да, от применимости знаний в реальной жизни. Это не предметные знания, верно или неверно. Поэтому вот то, что сказал Александр Юрьевич, да, это его видение. Также в ПИЗе. Вот сейчас то, что будет в 2025 году, естествознание, новая трактовка или обучение в цифровой среде. Это абсолютно новая концепция, когда собираются специалисты, эксперты, и вот как в 2000 году за 2-3 часа могут от 0 дойти до 3 и опять назад. И вот это очень серьезно. Главное договориться экспертам, что делать и что мы считаем вот максимальный уровень и минимальный. Любовь Анатольевна, пожалуйста. Еще раз добрый день. У нас очень интересные результаты. Я бы хотела сказать так, несмотря на то, что есть там 5-6 баллов, да, и есть 16 баллов, как бы базовое освоение читательской грамотности произошло в данном случае. Почему я говорю? Потому что с заданиями, собственно, на
читательскую грамотность, там, где нужно было понимать, какой формат текста, там, где нужно было понимать, что за группа умений и так далее, в основном справились. С чем не справились? Очень это интересно. Вчера мы обсуждали, что нужно делать по результатам работы, как менять ситуацию в классе, как менять свой опыт и так далее. И вот здесь, вот видите, задание 14, да? Очень интересный результат, потому что он связан прежде всего с тем, что нужно преодолевать собственные установки на преподавание. Мы говорили о диалогическом общении на уроке, какие условия способствуют развитию читательской грамотности. И сейчас, одну секунду. Здесь задание было связано с тем, какие формы работы учителя с классом в меньшей степени способствуют формированию читательских умений. И в чем ошибались? Были выбраны ответы, что включение в урок сложных заданий, то есть в меньшей степени будет способствовать развитию читательской грамотности. Но это совсем не так, потому что мы говорим как раз наоборот. Это одно из условий. То есть мы не должны все время говорить, что для детей надо давать только те задания, которые вот они сейчас могут выполнить. Очень важно задавать уровень. Ну и второе, оно меня немножко огорчило, потому что мы обсуждали с вами, что такое взаимно-активное сотрудничество на уроке, когда учитель реагирует на то, что делают дети. И учитель говорит, меняет свой урок в связи с той ситуацией, которая в классе происходит. И это тоже отмечали, что это в меньшей степени способствует развитию читательской грамотности. То есть посмотрите, с чем это связано. Конечно, за 5 дней трудно преодолеть те установки, которые были долго. И, соответственно, вот про это надо подумать, потому что на самом деле это очень важный момент. Я вчера вам показывала, что значит работать с непониманием детей. Так вот, такие форматы, они важны. Если их не будет, то и продвижения не будет. Ну вот, собственно, это были наши проблемы. Ну, а некоторые там отдельные ошибки, которые были связаны с характеристиками заданий, с формулировками, это понятно, как с этим бороться и как усваивать это на более глубоком уровне мы с вами проговорили. И я бы хотела сказать вот еще какую вещь. У вас открытые, ясные лица с любопытством постоянным и куча вопросов. Вот это тот способ открытия для себя нового, в том числе и функциональной грамотности. Это важно сохранить. Спасибо, Любовь Анатольевна. Теперь Лариса Олеговна завершает наш такой экспресс-анализ, экспресс-результат. Я тут немножечко пропустила, поэтому вижу первый раз. Но результаты, в принципе, по всем заданиям, вот интересная особенность. Я увидела, что то, о чем говорили много и более-менее подробно, выполнили замечательно. Вот результаты тут выше 2/3 и больше справились, или даже 3/4. А вот есть 3 вопросика, которые не очень, тут там 27%, что-то еще такое. И это как раз то, вот я поняла, вот об этом-то я как раз мало говорила, хотелось еще сказать, да, и вот этот вопрос. В общем, про формирующее оценивание, про текстовые задачи и про обучение, каким должно быть современное обучение математики, я думаю, что нам еще предстоит в будущем с вами об этом говорить более подробно. А говорить с вами мне было интересно. Вот такого отклика, да, такой вот взаимной работы, ну, вот давно не было, честно скажу. Поэтому мне хочется вас поблагодарить за ту готовность, с которой вы работали. Вы уже очень хорошо подготовленные приехали, вы готовы были воспринимать все новое и очень хорошо это делали. И, ну, наверное, я не только учила, я еще и училась. И я поняла, что особенно в тот момент, когда пришлось все занятия вести без света,
увидев, как вы справились с этим, да, как вы коммуницировали, как вы помогали, я поняла, что я бы одна с этим не справилась, мне нужно свою цифровую грамотность, наверное, здесь тоже как-то подтянуть. В общем, вот это вот взаимное общение, большое вам спасибо. А результатами я, наверное, довольна, как бы, вот, хотя, конечно, от чего зависят хорошие результаты? Учитель хорошо учил или хорошо составил контрольную работу. Ну или хорошо учились его ученики. Выбирайте сами. Спасибо вам большое. Спасибо, Лариса Олеговна. Ну вот видите, коллеги, самое главное, что мы, вот помните, я начинала с того, что встретились два профессиональных коллектива, две большие профессиональные группы, а теперь я могу сделать вывод, и, наверное, вы тоже самое, что эта группа единая стала. И вот я уходила, Татьяна Викторовна вот давала презентацию, я уходила и могу подтвердить, что вот уже будет инициирован новый контракт с нашей группой в поддержку центров, поддержку разработки банка заданий, и все коллеги, которые здесь присутствуют, будут принимать участие в этом. И мы, возможно, и даже по контракту, возможно, будет провести зимнюю школу, да, у нас в контракте это есть. Поэтому вот, видите, сегодня мы так подводим итоги и, завершая, говорим о будущем, о том, что нам предстоит. А предстоит у нас очень интересная, проблемная работа, да, серьезная работа, но очень интересная, которая нас всех продвигает, да, и нас лично, и страну вот к тем вершинам, которые нам нужно преодолеть. Ну, теперь, наверное, да, сейчас. Да, дорогие друзья, для того, чтобы делать изменения, мне кажется, нужна смелость. Смелость заключается в том, чтобы в первую очередь ответить на вопрос, где мы сейчас находимся. Вот мы сегодня узнали, где. И также мы узнали, куда мы пойдем. Да? Предстоит большой путь, большое путешествие. Я надеюсь, у нас у всех хватит сил, энергии создать ту жизнь, которую мы себе хотим. Наша официальная часть закончилась. Вы знаете, давайте теперь встанем все. Давайте встанем. Поблагодарим в первую очередь Галину Сергеевну с ее командой. Спасибо вам большое. Давайте похлопаем. Спасибо. Да. Друзья, давайте поблагодарим наших партнеров, которые все это организовали. Это Миссия Евросоюза и Всемирный банк Кыргызстана. Давайте им тоже. Ну, а также молодому и творческому коллективу Ололо Акджол. У них новый пансионат, у них все начинается. Пусть у них все хорошо будет. Спасибо вам большое. До скорых встреч. Сейчас у нас будет вручение сертификатов.